Самбанану Хдуд. Сегодня хочу поговорить о важной теме, которую я недавно узнал и которая будет являться также очень важным в будущем таким процессом, такими же как денацификация, денуклеаризация. И этот новый этап, который мы должны будем пройти, будет называться дерусификация. А почему именно так, сейчас я вам немножко поясню. Сразу хочу сказать, в этом вопросе я особо сильно не разбирался, можно сказать, вообще не разбирался, но буду этим заниматься в будущем. Сегодня просто хочу, в общих словах немножко поговорить об этом направлении, которое должно быть обязательно включено прямо в государственное развитие, государственную программу развития нашей Бурятии постколониальной. То есть сейчас колониальный статус у нас, Бурят-Монголия. Сейчас идет медленный, но верный процесс к обретению независимости. Сейчас мы пока обсуждаем все это, пока, этап такой подготовительный. Следующий этап – само действие. И я, видите, терминология из педагогики. Я же учился на педагога тоже. У нас там, как урок строится, да, то есть подготовительный там. Ну ладно. И следующий потом будет закрепление, да. Ладно. Смотрите, я тут посмотрел случайно про президента Путина Пыню небольшой материал, и у него где он живет, бункер или что это, в общем, непонятно. В общем, там был портрет Александра Третьего. Ну, я вот решил посмотреть, чем же вдохновляется Пыня, и немножко почитать об этом Александре Третьем, да, ну, то есть он его видит как образец для своей деятельности, да. И этот Александр Третий, одно из его направлений деятельности была, оказывается, русификация. Вот откуда все идет тогда, вся эта история. То есть это вот насильственное насаждение русской культуры, русского менталитета, русского языка на оккупированные территории. И, конечно, наша Бурятия не... Ну, соответственно, почему я на русском языке говорю, да, сейчас. Почему у нас так много часов в школе посвящено русскому языку. И почему вообще все предметы в школах ведутся на русском. Хотя мы вообще не русские, да. Мы бурят-монголы. Почему у нас государственный язык только... Согласно нашей Конституции, только номинально является государственным языком. На самом деле там только один государственный язык – это русский в Бурятии, да и вообще во всех республиках. Почему такое активное насаждение? Потому что это государственная программа. Она так и называется – русификация. То есть колониальная политика Русской империи подразумевала русификацию всех оккупированных народов, для того, чтобы более эффективно разграблять наши природные ресурсы, чтобы местное население, получается, способствовало своему же ограблению. Вот такая вот история. И эту политику русификации продолжили в будущем коммунисты, большевики. Там даже есть специальный, закон, указ этого ВКПБ, то есть это повсеместном изучении русского языка. Ну, я сейчас не буду в эти все подробности вдаваться, но в будущем я планирую такой уже подробный, создать видео о русификации. Благо, пока еще материалы все есть. То есть, смотрите, о чем я хочу сказать. Это на системном, прямо на государственном уровне была разработана вот эта вот система подавления национального менталитета, идентичности, самоидентификации и насаждения русификации. То есть чуждого нам менталитета, языка, культуры
И сейчас вот мы, почему вот этот вот процесс манкуртизации у нас такой сильный, да, мы просто продукты вот этой вот целенаправленной государственной геноцидной политики по русификации. И смотрите, вот сейчас мы обсуждаем, как в будущем, какая будет постколониальная Бурятия, да. Вчера я немножко поговорил о том, что нам необходимо создавать в первую очередь гражданские институты, вовлекать наше общество, наших бурядут, ну и другие коренные народы в общественную жизнь, чтобы все были не просто объектами, а были субъектами, да. То есть от нас всех зависела судьба нашего государства, а не так, что какая-то кучка, какой-то клан захватили власть в свои руки, разграбляет, продолжает так же, как русские оккупанты, разграблять наши природные ресурсы. И мы вот, простой народ, просто сидим, как бы сказать, и опять ничего не имеем на своей земле. И как многие, как сказать, из Рашки, из стран СНГ люди уезжают из своих родных краев в поисках лучшей жизни в другие страны и живут там, работают гастарбайтерами и так далее. Да? То есть такой участи для своей Бурятии, для всех вообще наших республик я, конечно, не хочу. Поэтому лучше сейчас заранее уже это обсуждать, какие варианты действий у нас есть, что надо делать. Это надо думать об этом сейчас, потому что понятное дело, что Рашка стремится к своему логическому завершению, распаду, и мы скоро обретем все независимость. Поэтому надо обсуждать, что нас ждет, в каком мы сейчас находимся состоянии. Состояние, сразу скажу, печальное, с чем надо будет бороться в первую очередь, как вообще все это делать, реализовывать, да. Ну, смотрите, мы обсуждали, какие процессы должны быть, да. Это, конечно же, денацификация, восстановление исторической справедливости, истории, денуклеаризация. Ну, это всей Рашки касается, да, пост-Рашки, да. У нас, конечно, нужно будет провести иллюстрацию и денацификацию, восстановление истории, исторической справедливости. И такой же важный процесс, который должен стать вполне легальным, потому что он был тоже прямо легальным, это дерусификация, потому что нас насильно русифицировали. То есть нам, вопреки нашему мнению, желанию, воле, навязывали изучение русского языка, русской культуры, менталитета и как бы подавляли наше национальное самосознание, изучение нашего языка. То есть наши языки, нашу культуру, наш менталитет подавляли, а русские, наоборот, нам навязывали насильно. Поэтому процесс дерусификации тоже должен идти. И, конечно, ну, теперь у нас, как сказать, раньше это, как сказать, как пожелание какое-то было, да, очень сильное, но сейчас это уже должно вполне официально прямо быть в государственной политике, потому что над нами насильную провели вот эту вот процедуру, вот эту русификацию. То есть мы теперь должны просто избавляться от последствий и вообще вредоносного влияния для наших народов русификации. То есть мы должны проводить дерусификацию. То есть у нас должен быть один государственный язык, ну и плюс, конечно, сохранять языки тех народов, которые у нас живут, ну в том числе, да, и в том числе русского, конечно, но русский никак не может быть каким-то вторым государством или еще что-то. То есть это теперь уже, когда мы знаем о насильственной русификации, мы, конечно, должны с этим очень сильно бороться. Такие вот дела. Конечно, есть вообще какой-то большой соблазн признать вот эту вот вообще идеологию русского мира как экстремистскую и запретить ее. Но посмотрим, как это все будет в будущем. Ну, сама она, конечно, имеется в виду русский мир по вот этому Дугину и другим, ну и до него, конечно, вот этим якобы мыслителям и так далее. Но на самом деле теория фашизма, если уж так честно быть. На самом деле, в принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы юридически это тоже оформить, то есть запретить
идеологию русского мира, признать ее экстремистской и все, и на территории нашей будущей независимой страны вообще полностью ее запретить. Но это уже вопрос будет более, как сказать, дискуссионный. Мы будем об этом беседовать в дальнейшем. И о чем еще хотелось поговорить в этом видео. Я сказал, что несколько у нас должно быть очень важных именно на государственном уровне поставленных задач. Это дерусификация, денацификация, восстановление исторической справедливости, вообще восстановление истории. Ну, по большому счету мы должны, конечно, и компенсацию требовать за вот эту вот насильственную русификацию, за разграбление наших природных ресурсов, за геноцид, за уничтожение представителей нашего народа. Конечно, мы должны правопреемникам вот этой вот нынешней Российской Федерации, Рашки, составить такое требование, письмо отправить. Насколько они будут его выполнять, это неизвестно, но чисто с юридической точки зрения мы, ну и вообще по справедливости и как государственный документ мы, конечно, должны составить такую бумагу, такой документ с требованиями и непризнанием, как сказать-то, наоборот, признанием того, что Рашка, получается, систематически, постоянно подавляла стремление наших народов к независимости, к собственному развитию и целенаправленно уничтожала наш народ, язык, культуру, самосознание, идентичность и так далее. То есть, конечно, на бумаге они одно писали, делали все это для профанации, но в реальности мы видим, да, какая ситуация оказывается. И это была, я повторяю, государственная политика, которую этот идиот Путин решил проводить в 21 веке. То есть он ее достал оттуда, из 19 века, и решил ей воспользоваться в 21 веке. Но результат мы все видим. Какой был результат у Рашки, Русской империи и Совка, это все закономерно, и он на те же грабли на самом деле наступил, и сейчас уже закономерный результат мы ждем, то, что должно случиться. И это падение будет уже, ну, по крайней мере, для нас это будет освобождение, падение сейчас. В 90-х годах, я понимаю, слишком много усилий было брошено для того, чтобы спасти вот этот вот осколок, да, от Рашки, чтобы наши республики все не вышли в тот момент. Были возможности, но, к сожалению, ну, сейчас уже поздно об этом говорить, да, согласитесь, время ушло. Главное сейчас воспользоваться всеми шансами, которые у нас есть историческими. И я еще раз хочу сказать, надо нам не наступать на те же грабли, на которые многие сейчас страны СНГ, ну, так называемого СНГ, сейчас СНГ уже по сути нету, он тоже уже, даже такого названия уже нет, и из него все вышли. Многие страны СНГ на те грабли, которые наступили, мы не должны наступать. Но они, смотрите, почему все это произошло? Потому что это все-таки инертность сознания. Потому что что делал, что Совок, что Рашка, да, на оккупированных территориях, да и со своим народом, подавляли любую волю к какой-то самостоятельной жизни, к независимости, к развитию. То есть для них важно было, что, чтобы народы были в подчиненном тупом положении, которые не могли бы развиваться, не могли бы думать, не могли бы соединяться, объединяться, кооперироваться, а чтобы они были просто послушными, глупыми. Над ними вот эту вот операцию, да, провели, которую я вчера говорил, да, как над этой украинской смелой мученицы, журналистки Рощиной, которые удалили мозг, которую запытали, замучили, убили,
вырвали ей гортань и выкололи глаза. И это, видите, это, я еще раз хочу сказать, это именно Государственный институт Рашки. То есть это происходит все с позволения и разрешения на то чиновников. То есть это, как сказать, это государственный институт уже вот такой вот, где разрешены пытки, где разрешены убийства. И это такое вот послание же на самом деле всем журналистам, типа, ну и вообще людям. Не смотрите, не думайте и не говорите. В общем, они хотят, чтобы мы были вот такими. Но мы родились совершенно другими. Мы же не можем свою человеческую природу изменить и свое стремление к свободе, к независимости, к правде, да. То есть мы не хотим жить в этом рабском, человеконенавистническом, лживом, лицемерном русском мире. Мы хотим жить в своем свободном бурят-монгольском мире. Ну, другие народы, конечно, в своих, да, странах. Такие вот дела. Поэтому этот процесс, который был специально нам навязан, русификации, конечно, мы должны его обернуть вспять, и мы должны проводить процесс дерусификации, восстановления собственного языка, ментальности, культуры, вернуться. Ну, как мы не можем, конечно, вернуться полностью там к истокам, мы просто можем вернуть, посмотреть и адаптировать под современность те практики, которые использовали наши народы в прошлом. То есть, смотрите, ну какие хорошие были вещи, да, когда не было, допустим, сирот, да, у бурят. Как мы сейчас это сможем восстановить? Это, в принципе, реально, но это сложно будет, да, то есть вот это вот, конечно, во многом наша ментальность еще сохраняется, но тем не менее под влиянием пропаганды русского мира, к сожалению, наши народы тоже портятся, что-то в нас, как сказать, надломилось, да, вот это вот стремление к правде, к благим поступкам, оно уходит, и все это заменяет какая-то алчность, лживость, лицемерие, стремление к наживе любой ценой, ну, то есть все проявления русского мира, в общем, да. Я еще раз хочу повторить, что это не мир, где русские живут, а вот философия, да, такая, как сказать, человеконенавистническая фашистская идеология, которая называется русский мир. Поэтому, конечно, нам надо со всем этим бороться. Нужно в целом придумать, разработать государственную программу развития, которая бы предполагала, как я уже говорил ранее, отсутствие возможности для, как сказать, использования наших природных ресурсов всякими кланами, всякими заинтересованными людьми, связанными с русским миром или с какими-то другими странами. То есть, чтобы у нас были разработаны хорошие гражданские институты, и по возможности все-таки мы пришли к демократии, к справедливости, чтобы у нас не было краха нашей будущей независимой республики. А если мы допустим диктатуру, авторитаризм, крах неминуем, на самом деле. Это понятно, очевидно. Просто страна в какой-то момент обанкротится, придет к краху и все. И ничего хорошего нас не будет ждать. Поэтому, чтобы мы были успешными, нам необходимо сразу же приложить большие усилия, работать с населением, но необходимо сразу же поставить правильные приоритеты и провести, самое важное, вот эти вот реформы и важные процессы запустить, как дерусификация, денацификация, восстановление исторической справедливости и многие другие процессы. Потому что если это все спустить на тормозах, на худут, ничего хорошего точно не будет. Все
как сказать, вот эти вот люди, которые были от тебя ответственны, и эти процессы, которые идут, русификация, да, постепенная манкуртизация наших народов, они приобретут, как сказать, то есть они смогут выжить, да, как сказать-то, как гидра какая-то, которую голову отрубили, новая голова вылезет. То есть эту голову надо отрубил и сразу ее прижечь, да, чтобы там не было возможности для продолжения этой русификации, нацификации. То есть мы должны провести вот эту денацификацию, и чтобы нашу историю представители русского мира больше не переписывали. То есть мы должны свой, самое главное, суверенитет отстоять нашей будущей независимой республики. Такие вот дела. Об этом я еще буду в своих будущих видео говорить. На этом я хочу видео закончить, а свой эфир продолжить. Цану худут байрла, комментарий пишите, башикты, лайки ты, викты, подписка ты, зену худут. Ушел юм, спонсор волок ты. Спонсоры на Юмба. Здесь, где кнопка подписаться, там есть еще стать спонсором. Вы можете туда нажать и какой-то тариф выбрать. Там, по-моему, всего лишь 2. И там 5000 вон или 10 тысяч вон можете, как бы ежемесячно будет у вас списываться, короче, с карты. Что-то такое. Цану худут байрла. Дахину зитра, байрте. Эфир я продолжаю.